Тюмень, Салехард, Казань. В плотном рабочем графике руководитель школы навыков профессионального общения все же нашла время для столицы Коми. В этом зале доктора со всей республики. Приехали специально на мастер-классы, чтобы научиться общению с пациентами. Найти общий язык с ними становится все сложнее. От этого подчас зависит и настрой пациента, не только на личность врача, но и на лечение, понимание лечения, необходимость его, что в наше время, в общем-то, проблематично. У нас же многие лечатся по интернету. И от общения, от правильно выстроенного общения зависит и успех лечения. Чаще всего в Коми жалуются на городские поликлиники. В черном списке Ухта, Сыктывкар, Воркута, Печора. В то время как к сельским больницам нареканий единицы. Хотя диагностическая база там куда скромнее. Получается, что конфликты возникают не из-за того, что плохо лечат, а из-за того, что плохо слышат больного. Пациент, который конфликтный, чаще всего это обычный человек, которого не выслушали, чью точку зрения не сочли важной, которого обесценили, которому не показали уважения, который не понимает, что происходит. Так что это вообще-то по большому счету зависит от нас. И исследования показывают, что там, где есть эффективные, хорошие коммуникативные навыки, эффективное общение, количество конфликтов резко снижается, судебных исков против врачей меньше, врачи дольше остаются в профессии, меньше выгорают. По словам экспертов, изменились сами принципы оказания медицинской помощи, и врачам придется подстраиваться под новые требования. Только тогда количество жалоб от пациентов поползет вниз. В прошлом году в региональный Минздрав поступило больше 10 тысяч негативных обращений. Должны оказывать медицинскую услугу для потребителя. Соответственно, и отношение к медицине поменялось. Соответственно, отношение пациентов поменялось к врачам. И мы это осознаем и понимаем необходимость перевести уровень взаимоотношений на другой уровень, на партнерский уровень. В этом году выпускники медицинских вузов будут проходить аккредитацию, своеобразный экзамен, принимать который будут не преподаватели, а практикующие доктора. На тесте, кроме навыков по оказанию экстренной и неотложной помощи, сердечно-легочной реанимации, придется показать и навыки профессионального общения, чтобы в большой врачебной жизни трудности коммуникации не мешали процессу лечения. В свою очередь, позитивной ответной реакции ждут и от пациентов. Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.